Череда новогодних праздников для многих служб – это период серьезной проверки. Особая ответственность легла и на энергетиков. Чтобы ничто не омрачало праздничные дни, а гирлянды горели ярко, в региональной распределительной сетевой компании готовились заранее. До Нового года завершили все плановые ремонтные работы и объявили так называемый режим технической тишины. В это время энергетики работают только над предотвращением и ликвидацией последствий нарушений. 250 трансформатор мы заменили. Конечно, обрыв проводов у нас был по линии, по фидерам были. Ну, мы вот устраняли максимум времени, устраняли вот эти ЧП, устраняли, поскольку без сбоя, я думаю, ни один структура вот этих, ни газовых, ни электрических структур, ничего не проходит без сбоя. Но мы максимально маленькое время стараемся, чтобы это проходило безболезненно для наших потребителей. Как рассказывают сотрудники филиала, с 30 декабря по 9 января ни одного серьезного технического сбоя в работе сетевого оборудования региона не зафиксировано. На период новогодних и рождественских праздников усилили режим охраны энергосистемы региона и обеспечили надежное энергосбережение потребителей при возникновении любых, в том числе внештатных ситуаций. Проводим дополнительные занятия с рабочими, также с инженерным составом. Да, у нас бывают неплановые выезды, бывают плановые выезды, бывает. Если сравнить с аналогичным периодом года 3-4 назад, у нас бывали сбои. Сейчас как бы все новое, почти можно сказать, все меняем, ремонтируем. В связи с этим уже легче нам. С выездом меньше бывает, заявок меньше бывает, аварий меньше бывает. Во время самих праздников Ингушэнерго усилили контроль за работой энергосетевого комплекса. Каждый день каникулы ответственные сотрудники филиала, специалисты диспетчерских и технических служб, дежурные по станции, а также оперативные и ремонтные бригады несли круглосуточное дежурство. У нас на эти праздничные выходные дни были задействованы 14 бригад постоянно. Значит, 54 человека и 12 автоспецтехники единиц. Под особым контролем оказалось оснащение бригад инвентарем, экипировкой и средствами защиты, готовность спецтехники к проведению аварийно-восстановительных работ. Были приведены в порядок, значит, при нештатной ситуации переносные дизельные электростанции. У нас 2 штуки. Мы могли в любой момент с помощью оперативно-выездной бригады подключить данные РС к необходимому объекту. Показатели со знаком «плюс» по итогам работы в праздничные дни продемонстрировали не только ингушские энергетики. Снижение аварийности отмечено во всей зоне операционной деятельности МРСК Северного Кавказа. Сегодня можно сказать, что в сложных условиях наша компания успешно преодолела период новогодних праздников. Об этом говорят цифры. На 86% по сравнению с 2017 годом сократилось время полного восстановления электроснабжения, в среднем с 5 часов до 1 часа. На 45% уменьшилось количество отключенных трансформаторных подстанций. Почти на 50% сократилось количество отключений оборудования. Несмотря на трудности, больше связанные с погодными условиями, в филиале отмечают бесперебойную передачу электричества. Не сбавлять этот темп обещают энергетики и в дальнейшем. Шарадат Кулухоева, Ислам Арапиев, Новости 24.